16 сентября 2020 года в камере Челябинского СИЗО обнаружили тело Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак. Он был известным блогером неонацистского толка, трижды судим по 282 статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды». Среди его многочисленных видеопроектов наибольшую известность получил «Оккупай педофиляй», направленный на выявление педофилов, и «Оккупай наркофиляй», направленный на борьбу с продавцами наркотиков. По официальной версии Марцинкевич покончил с собой. По данным Следственного комитета, перед этим он сознался в нескольких убийствах на расовой почве. Соратники Тесака не верят в версию о самоубийстве и считают, что его пытали следователи. В одном из последних интервью он сам говорил, что когда он освободится, ему осталось там 8 месяцев сидеть для того, как его либо убили, либо он сам самоубился. Но он же тоже там планировал какие-то еще творческие проекты. Сам Марцинкевич для меня, он больше даже не настолько идейный человек. Для меня, вот как для творческого человека, я его расцениваю просто как художника, как хорошего актера, как хорошего шоумена и бизнесмена. Он всегда умел совмещать и бизнес, и идеологию, и всякие проекты. В пенитенциарной системе в ней погибают сотни людей, тысячи людей в ней гибнут. И убивается там тысячи людей. И я почти уверен, что Максима Марцинкевича там тоже заморили, и едва ли он добровольно ушел из жизни. Вот. А если лишь добровольно, то его уже довели-то основательно. Меня не радует смерть Максима Марцинкевича. Во всяком случае, меня это не вызывает каких-то восторгов, какие восторги там плескались с правых аккаунтов после смерти Леши. А что касается Леши, то человек всю свою сознательную жизнь ходил по краю могилы просто. Да, ну и нелепая смерть, да. Человек, так сказать, так не приспособился к мирной жизни. Вечером 22 августа 2020 года в Москве был сильно избит Алексей Сутуга, более известный в антифашистских и анархистских кругах как Сократ. Он часто ввязывался в драки с неонацистами и организовывал спортивные турниры по смешанным единоборствам. В 2014 году получил 3 года колонии за драку с неонацистами. После освобождения в 2017 занимался правозащитной деятельностью и поддерживал политзаключенных. Алексей Сутуга умер в больнице 1 сентября, так и не приходя в сознание. По официальной версии, антифашист получил травму в ходе бытового конфликта с уроженцами Чечни. Ну, про Сократа единственное, с моей позиции, наверное, можно было бы лучше сказать, что да, вот он за что боролся, на то и напоролся, там защищал какие-то этнические меньшинства, и тут они же его завалили, но все-таки, насколько я знаю, я все-таки человек объективный, стараюсь объективно все смотреть, тут больше бытовух. Я не думаю, что здесь какая-то национальная неприязнь была со стороны кавказцев к Сократу. Есть система угнетения, есть система дискриминации, есть система насилия. И эта система, она не про то, что ты белый, не про то, что ты там гетеросексуален, что ты там какой-то избранный, какой-то правильный. Она просто о том, что ты в какой-то момент выгоден этой системе. Ты нужен ей, тебя юзают, тебя держат на свободе, хотя ты ведешь себя как полный отморозок. А потом тебя уничтожат, когда ты будешь не нужен. Вот и все.